с тем, чтобы вы немножко познакомились все-таки с нашей энергетической системой Республики Саха-Якутия. Наша энергетическая система является важнейшей составляющей электроэнергетики Дальнего Востока. Сейчас энергосистема Якутии избыточна, но она состоит из трех не связанных между собой энергорайонов. Это Южно-Якутский, Центральный и Западный. И также у нас есть зона децентрализованного энергоснабжения. Это Северный энергорайон, и тоже не связаны с единой национальной электрической сетью. Основу нашей электроэнергетики составляют электростанции предприятия электрических сетей компании «Якутскэнерго», компании «Дальневосточная генерирующая компания», УАО «ДРСК», акционерная компания «Алроса». Установленная суммарная мощность более 2000 мегаватт. Потребности нефтедобычи на Талаканском месторождении покрывает Талаканская ГТС. Имеется ряд ведомственных дизельных электростанций, которые обеспечивают технологические нужды предприятий, прежде всего горной промышленности. Также в населенных пунктах северных улусов более 10 мелких дизельных электростанций у нас есть разные ведомственные принадлежности. Например, это дизельная электростанция аэропорта Соскыла, которая Алросе принадлежит. Административный центр нашего Нижнеколымского улуса, поселок Черский, получает электроэнергию от Чан-Билибинского энергоузла, часть Ямиконского улуса, в том числе административный центр Уснера от западных электрических сетей Магадан-Энерго. Основы развития энергосистемы республики, они были заложены в стратегический документ. Мы его сделали, это стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Там составной частью является как раз наша энергосистема. Эта стратегия предусматривает развитие единой энергетической системы восточной части России через узлы централизованного энергоснабжения Иркутской области, Якутии, Магаданской области по направлениям запад-восток. Это Братская ГЭС, Усть-Кут-Талакан, Каскад-Вилюйский ГЭС, Якутская ГРЭС и север-юг, Якутская ГРЭС, Неринги, ОС Востока. Надо сказать, что мы эту работу ведем, и я чуть ниже об этом остановлюсь. Эти направления объединят в едином коридоре транспортные, энергетические и трубопроводные коммуникации в так называемые мультитранспортные коридоры, которым тяготеет большинство наших крупных инвестиционных проектов в Якутии. Мы проводим постоянную совместную работу с правительством Российской Федерации, с федеральными органами исполнительной власти, с нашими партнерами, энергетиками по формированию вот этих мультитранспортных коридоров в части энергетической. Сейчас в республике реализуются конкретные проекты. Это линия электропередач Чернышевский, Мирный, Ленск, Пилит-Дуйсак, Пайкой до НПС-14, которая снимет электросетевые ограничения в направлении Ленского промышленного узла. Это линия электропередач Нерюнгринская ГРЭС, Нижний Куранах, Томот, Майя. Второй этап до Майи с подстанциями в Томоте и Майе, который позволит объединить южные и центральные энергорайоны. У нас не будет уже всех энергорайонов изолированных. Это одноцепные линии электропередач, которые связывают НПС, система Восточная Сибирь, Тихий океан, которые служат для электроснабжения данного объекта. С 2013 года, как мы все знаем, проект строительства Якутской ГРЭС-2 приступил к своей активной стадии реализации. Он обеспечит надежное электроснабжение центрального энергорайона, так как наша Якутская ГРЭС, она выработала по сути свой ресурс. Исходя из приоритетов развития электроэнергетики, ну и не только электроэнергетики Республики Саха-Якутия и всего Дальнего Востока, мы работаем по перспективным направлениям линия 220 Мирный, Чиндинская НГКМ, Талаканская НГКМ, Пилитуй, так называемое Талакано-Чиндинское кольцо. Это нам даст возможность загрузить наш Каскад-Вилюйский ГЭС и выдать возобновляемый энергоресурс для нового производства. Это в рамках Восточной газовой программы, которая реализуется. Это линия электропередач Мирный, Сунтар-Нюрба, для того, чтобы значительная часть наших территорий также получила энергию каскада Вилюйских ГЭС, и мы там могли развивать новое направление, это электроотопление, и также обеспечивать социально-экономическое развитие в целом. Это линия Пилидуй, Чертовая корыта, Сухой Лог, Мамакан, для того, чтобы электроснабжение месторождений Сухой Лог в Иркутской области и
обеспечить экспорт электрической энергии из западного энергорайона Республики Саха-Якутия в Иркутскую область. Вот эти перспективы, они неразрывно, конечно, связаны с перспективами нашего общего развития, и все, что планируется республикой, будь то добыча алмазов, углеводородов, строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры, конечно, требует новой электрической энергии. Наша энергосистема связана с решением ряда проблемных вопросов, потому что мы имеем свою специфику. Это прежде всего, конечно, зона локальной энергетики, которая представлена 125 дизельными электростанциями. Эта зона весьма обширна, там она занимает 65% территории, где проживает всего 15% нашего населения. Вот. Для этой зоны характерны следующие признаки. Это структура топливного баланса с большим удельным весом дорогостоящего дизельного топлива. Это сезонный характер завоза, когда сроки завоза составляют от 1,5 до 2,5 лет. Это ежегодный размер кредитных ресурсов, порядка 3 миллиардов рублей, которые мы привлекаем для завоза дизельного топлива и тратим в течение 2 месяцев. Вот. Это высокий удельный расход топлива, это высокий уровень потерь электроэнергии, это невозможность технической модернизации в силу недостаточности собственных источников наших энергетиков, тарифных источников, иначе говоря. Все это приводит к тому, что на выработку электроэнергии дизельными электростанциями мы тратим достаточно много количества денег и вынуждены внедрять такой котловой принцип тарифообразования, что влечет формирование перекрестного субсидирования внутри нашей энергосистемы. В 2014 году в тарифе на электрическую энергию для промышленных потребителей 4 рубля 96 копеек объем перекрестного субсидирования составляет рубль 71 или 5,5 миллиардов рублей. Только Республика Саха-Якутия имеет такую нагрузку дизельной энергетики, поэтому для нас это такая одна из основных задач, с которой мы должны справиться. Из года в год, учитывая рост цен на дизельное топливо, эта глубина перекрестки она увеличивается. Работаем с федеральными органами исполнительной власти для того, чтобы получать, как мы считаем, вполне справедливо соответствующие компенсации из федерального бюджета, потому что мы уже должны однозначно приходить к тому, чтобы разделить тарифы и ликвидировать эту перекрестку. Но, конечно, за счет федеральных источников мы полностью задачу не решим, поэтому мы сделали программу оптимизации локальной энергетики, и в целях ликвидации перекрестного субсидирования она реализуется. Мы предполагаем, что по результатам ее реализации мы снизим уровень перекрестки на миллиард в год, вот, но остальной уровень перекрестки нам с ним придется жить. Хочу сказать, что одной из важных и важнейших составных частей этой программы оптимизации локальной энергетики является применение энергосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии, которые мы спланировали к строительству нашей республики, которые позволяют сэкономить значительные объемы топлива. Вот посчитали, и потенциал нашего ресурсосбережения составляет за счет внедрения вот этих альтернативных энергоисточников порядка 300 миллионов рублей с годовой экономией топлива примерно 5200 тонн. Мы эти мероприятия уже ведем. На данный момент в республике функционирует 4 солнечных электростанции. Вот, а на днях была запущена еще одна. Это Батамай, это в Учекее, в Долголахе, в Кудукеле. И вот, как сегодня уже было озвучено, новая станция в Тайонары Хангаласского улуса. Кроме того, у нас работает ветроэлектрическая установка в поселке Тикси. Мы знаем, что и уже в прошлом году говорили, что она достаточно проблемная, но мы к ней очень трепетно относимся, потому что именно на ней мы набили шишки и понимаем, какие ветряки ставить уже сейчас, чем, собственно говоря, республика и занимается. С учетом накопленного опыта мы ветрогенерирующую установку ставим в том же Булунском улусе, в поселке Быков-Мыс. Также в настоящее время ведется дальнейшие наработки по внедрению ВИЭ. Как уже было отмечено, в рамках соглашения между правительством республики и РАО «ОС Востока» планируется
построить 4-мегаваттную станцию в поселке Батагай Верхоянского улуса, что даст значительный экономический эффект. Вот те проблемы, с которыми связана реализация таких технологий, они прежде всего связаны с отсутствием нормативно-правовой базы, как Егор Афанасьевич уже сегодня говорил, которая бы позволяла возвращать экономику гарантированно, да, обратно в общую экономику того, кто эти мероприятия реализует. Я хочу сказать, что у нас подобная нормативно-правовая база уже есть. Аналогию надо провести с энергосервисными контрактами, которые в Республике Саха-Якутия реализуются. Основа этой нормативной правовой базы – это федеральный закон от 23 ноября 2009 года об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности. И также распоряжение нашего уже правительства, мы его для себя приняли, о внедрении энергосервисных контрактов. Мы такую практику имеем. У нас в республике уже реализуется 139 энергосервисных контрактов по состоянию на сегодня. Строим за счет средств инвесторов котельные, реконструируем сети. И на реализацию этих мероприятий в 2011-2013 году энергосервисными компаниями было вложено 210 миллионов рублей. А фактически полученная экономия за этот период уже 193,9 миллионов рублей, то есть фактически уже произошла окупаемость инвестиций. Мы считаем, что у ВИА примерно аналогичный потенциал, и поэтому предлагаем сделать на уровне Российской Федерации такую нормативно-правовую базу, которая бы гарантировала возврат инвестиций. Со своей стороны правительство Республики Саха-Якутия внесло закон о возобновляемых источниках энергии. У нас такой закон Республики Саха-Якутия будет работать, который во многом решит те задачи, о которых мы говорили. И, собственно, во исполнении этого закона мы будем делать новые механизмы и дальше. Спасибо большое за внимание. Давайте продолжим нашу работу.